Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаем, товарищ Раис Республики Татарстан! Кадеты этой школы – постоянные призеры и победители всероссийских патриотических состязаний. Зорница, соревнования юноармейцев. Без черемшанских воспитанников не обходится ни один пьедестал. Их называют будущими защитниками Отечества, но своими навыками они дают фору даже взрослым людям. Разборка и сборка автомата, защита от химической угрозы, оказание первой помощи для них так же привычны, как для их сверстников уроки рисования или музыки. Мы работаем ежедневно после занятий с 2 до 5 часов ежедневно. Они каждый день занимаются с 5 класса по 11. Вот пятиклассники, эти 11 класс. О том, что их район – родина настоящих патриотов, здесь говорит все. Школа носит имя Героя Советского Союза Конева. Земляки выполняют свой воинский долг в зоне СВО. Указом Владимира Путина орден мужества посмертно присвоен черемшанцу Евгению Зорину. Он пал смертью храбрых в ходе выполнения боевой задачи. Орден Рустам Минниханов сегодня вручил его супруге. Награжденный рядовой Зорин Евгений Александрович. Для передачи награды приглашается вдова Зорина Людмила Константиновна. Подвиг Евгения Александровича Зорина – это пример настоящего героя, патриота своей страны и защитника Отечества. Будьте верными его памяти и достойными его подвига. Из кадетской школы Раис отправился в цех по производству минеральной воды. Предприятие готовится к запуску, будет разливать до 4500 бутылок воды в час. Качество черемшанской минералки оценил и Рустам Минниханов. Уже на сессии совета говорят об одной из самых критичных проблем. Районный полигон ТБО рассчитан только на черемшан, но уже 11-й год принимает мусор из других районов. В настоящее время все карты заполнены. Произведена рекультивация и сохранение, однако продолжается ввоз твердых бытовых отходов и его складирование поверх рекультивированных карт. Также следует отметить, что с расширением границ села Черемшан полигон уже находится в непосредственной близости к жилому микрорайону Юго-Восточной. Остро стоит вопрос строительства перегрузочной станции, прекращения деятельности полигона и проведения соответствующих рекультивационных мероприятий. В АПК главная проблема с животноводством, сокращение поголовья и, как результат, низкие надои. В сутки меньше 20 тонн молока, тогда как в Кукмаре получает по 400 тонн, в соседнем Нурлате по 125. По растениеводству вы, конечно, поправите. Здесь растениеводство, оно быстрее можно ее, если техник купил, удобрение внес, хорошие семена и средства защиты использовал. А животноводство, оно очень инерционное и инвестиционное, очень емкое. Быстро все это поправить, но стыд позор. Он 400 тонн. Это же не в том, что у нас молока нет. В республике 2 миллиона с лишним тонн молока. Но вы же должны деньги получать. Как итог, низкие зарплаты и отток населения, что привело к демографическому кризису. В прошлом году родилось на 29 детей меньше, чем годом ранее. Естественная убыль – 181 человек. На самом деле, это очень важный фактор. Эгерде балалар булмаса нинди ям бар, эгерде тормыштың бир ямы килечеги yok. Вот прекрасная школа, вот кадетские мы были. Садики, вот. Ну, хотя татарский язык плохо преподаете пока. Ну, я думаю, поправите. Министр здесь с нами. В рейтинге муниципалитетов черемшанцы находятся на 13-й позиции и на 37-й по количеству малого и среднего бизнеса. Как заметил Рустам Минниханов, Черемшанский район с огромным потенциалом. Нужно развивать предпринимательство, активнее работать с инвесторами, особенно в сфере животноводства. Основной источник дохода – нефтянка. Здесь добывается 10% всей татарстанской нефти. Чтобы улучшить жизнь и облик района, Рустам Минниханов призвал руководство активнее участвовать в грантовых программах Татнефти. Рамиль Шайдуллин, Ленар Кузахметов, ТНВ, Черемшан.